Всем привет. Ничего, шапки уже не ходить, без шапки холодно. Снег хочет. Ну, у нас вот так. Почти зима. Че, как я обещал. Обзорчик. На такой стадии пока. Саморезики. Здорово, Вася. Где народ могучий? Пока без окон. Ну, тут будет окно, тут дверь. И еще одно окно там. Уже система. Батарейка. Печка автономная. Уже подключена. Обратка. Сегодня оттуда подачу подключим. Вот, остается за малым прикупить батарейк и завести теплоту в этом здании. Тяжелые из базалита, очень тяжелые, и очень много времени отнимает все еще вот эти целлофанчики. Специально тут не чистил, все равно будет дверь. Верхняя чистая. До сюда рука заходит. Почистим так. На стойке. Помоем. Или не помоем. Верхняя уже без целлофана, а этот целлофан очень много времени занимает. Вот узорчик, углы еще подтянуты специально. Снаружи угол будет, там и подтянем насквозь через угол. Так что пока нету такой большой ажиотажа, нету, не будет. То же самое и здесь. И тут, значит, той половину пока не подняли. Сегодня поднимем. Так, строение внутри десятки нормальное, щелей почти нету, плотное, не то что там у кровли. Сегодня закроем эти две. Вот. Кстати, насчет кровель потратил вот 3 штуки, внутри попенил, все. Насквозь пистолетиком засунул максимально. Вот. Ну, насквозь. Сколько это возможно. Должен сказать, немного ушло. Я думал, там вообще пустота. Нормально. Нормально, кажется. Ну, так что насчет кровли уже немножко успокоен. Вот остатки, то что вышли. Вот столько нам остается поднять. Да. Наверху сейчас поднимемся, посмотрим, что там будет. Покажу. А так многие ставят на обратном, оказывается. С этой стороны ставят. Тогда через эту щель вода попадает вот сюда. Тут замерзает и заморозки опухает. Так что надо ставить вот так. Я тоже изначально думал, что это должен вот вверх, а это низ. Оказывается, нет. Ну, чтоб скользила капля, вода. Ну, ребята опытные
поэтому уже знали. А я не знал. Ну, скоро тут дырки. Ну, первостепенная задача стоит закончить и утеплить. Надо тепло подтянуть. Тепло надо. Тут. А так, без тепла тут холодно будет и работать. Окна смонтируем дверными проемами. Немножко подождем. Да, и еще одной фишкой ставили вот такой угол. Вот такой насквозь подтянули. Вот. Другой же у нас этот стоит. И между комнатами тоже бы залит менял, поэтому похитрили вот так. Поставили угол, все. На нем листы, потом бетон. Сверху будет. Вот. Ну, фронт разделился. Закроем сегодня эту сторону. Верхнюю, вернее. Надо измерить и ровно посадить. И дверь откроем. Вот так сверху. Да, и еще один плюсиком. Сейчас покажу. Лайфхак. Показать, ребята. Если строители посмотрят. Ну вот, саморезиком дырку делается очень медленно. Вот, саморезы для дерева оказываются вот такие. Вот. А вот такие вот по металлу. Да, действительно, это так. Резьба тут более мелкое, расстояние ближе, но режущие такие сверла длинные. Даже с этими такими очень трудно сверлить двутабр. Он очень крепкий и толстый. Вот. Так что практически полдня потратил. Всего 2-3, ну, максимум 4 просверлил. Дрель чуть не перегрев. Тут, обратите внимание, все лопается вверху обычными саморезами. Вот такие. Ну, смотрите, лопается сразу. И теряется. Вот. Непригодный уже. По дереву только. Потом думал и решил испробовать себя полуавтоматом варить. И вчера буквально попробовал. У меня тут полуавтоматик 0,8. И там порошковая. Сразу видно, сварщики, наверное, знали вот такими характерными, как пыль во время сжигания происходит. Ну вот, придержал пару секунд, и все. Держит. Тут у меня тоже двутабр. Вот. Каждой дырочкой выемки ставил вот такие. Варил. Сначала с вот таким сделал дырку насквозь листа. А у нас он 0,7 толщины. Дырку сделал и полуавтоматиком бзик. И дальше. В результате она у меня как не свободно находится уже. Уверенно, надежно, не болтается. Таким образом должен прикрепить все это и это, чтобы не гуляло. Ну, потом сверху уже подумаем, может бетон, может песок, может что делать. Но это уже посмотрим в этом году, получится, не получится. Вот так вот. Так что, если что, ребята, используйте такой же метод. Очень быстро, самое главное, очень быстро
И второе, что не надо ничего там покупать. Такие саморезы, например, у нас по 4 рубля, по 5 рублей даже в некоторых магазинах. А тут посчитал, 390 штук нужно. Ну, сумма получается тоже не маленькая. 390 штук должно было хватить. Я уже прикупил там. Вот, а оказалось, уже в данный момент уже не нужно. Нет. Вот так вот. Ну, на этом сегодня обзорчик. Пока вот так. Внутри второго этажа. Вот. И там уже будет выход на второй этаж. Вот с той стороны. Оберечка. Ну, сегодня закроем эти стены. И эту надо измерить. И эту стену закрыть бы. Тут нужна сила. И молодые парни сильные. Вот. Все руками, без манипулятора. А если манипулятор позвать, то простой у него будет 4 часа просто так. Примерно так. Простой. Просто стоит. Почему? Потому что во время этого мы чистим что? Вот это отнимает очень много времени. Так что, оказывается, они делают без целлофана. Но этот фирма Теплый край. Если будете заказывать у них, сразу скажите ребятам, что перед заказом сразу уточните без целлофана. В принципе, они ничего не держат, ни для чего они. В принципе, от пыли может быть, может от грязи. Ну, его можно-то помыть-то быстрее. Вот, чем учиться 4 часа в день. И еще они тут останутся еще. Так что можете заказывать у них и сразу без целлофана, без фасовочного. Они еще тонкие такие, поэтому очень трудно. Отнимает очень много времени. Не только времени, но и настроение. Бодрый такой, с утра приходишь, делаем сегодня так, делаем сегодня так. А тут уже садится все мысли. При виде такого целлофана сразу унываешь. Блин, опять. А что делать? Надо. Вот такие вот дела у меня. Ладно, ребята, не буду отнимать много времени. Удачи всем. Пока.